Здравствуйте! В студии Анастасия Кобызева и обзор чрезвычайных происшествий. По данным оперативной сводки Департамента по лесным отношениям Республики, на сегодняшний день ведутся работы по тушению 16 пожаров общей площадью более 11 тысяч гектаров на территории Якутии. В регионе на данный момент действует 14 пожаров. 2 пожара локализованы в Усть-Алданском районе на общей площади 4 га и Нюрбинском районе на общей площади 3 га. Всего в тушении задействовано 513 человек, в том числе 215 парашютистов, пожарных и десантников пожарных, 81 работник службы наземной охраны лесов, 5 сотрудников МЧС, 2 арендатора и 200 человек, привлеченных из числа местного населения. Задействовано более 50 единиц лесопожарной техники. Режим ЧС в лесах муниципального характера действует в Верхневилюйском, Вилюйском, Намском и Нюрбинском районах. Вчера велись работы по тушению пожара в Намском районе. Площадь возгорания составляет 1000 гектаров. Из-за погодных условий площадь пожара постоянно увеличивается. На данный момент бригада авиалесоохраны в составе 82 человек ведет там активную работу. Пламя охватило труднодоступные болотные районы, куда не могут добраться спасатели. Но работы, несмотря на сложности, ведутся. Работы, как видите, очень много. Работа ведется планово, но наши планы рушат вот именно погодные условия. То, что ребята вручную пропахали там порядка 7 километров, сегодня пожар самоверховым перебросило. И 3 группы оказались внутри пожара. Вот сейчас мы 2 группы вытащили. Тоже следующее задание дали, опорные пункты, откуда надо прокладывать минполосы и отжигать. 3-ю группу мы вытащить не смогли, они сидят в дыму, но в безопасности. 5 лет 6 месяцев исправительной колонии строгого режима получил ранее судимый мужчина за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и тяжкого вреда здоровью. Инцидент произошел в поселке Магани вечером 9 декабря прошлого года. Преступник встретил в магазине знакомого пенсионера, предложил угостить его алкогольными напитками, на что пенсионер согласился и привел его в квартиру, где проживал со своей сожительницей. Совместное застолье затянулось. Хозяева предложили мужчине уйти. Гость уходить не хотел. Возник словесный конфликт, в ходе которого его стали выгонять из квартиры. Разозлившись, мужчина несколько раз нанес удары пенсионеру в область головы, а женщине, пытавшейся его остановить, по лицу. После чего преступник ушел, а потерпевшие остались в квартире. Обнаружили их через сутки, после чего доставили в больницу. В суде мужчина признал вину, сообщил, что раскаивается в содеянном. Рабочий отряда геологов пропал в верховьях речки Сюнгеде в Жиганском районе Якутии. Как сообщили в пресс-службе спасателей, поиски своими силами к результату не привели. Не помогла и авиаразведка на вертолете Ми-8. К месту происшествия вылетела оперативная группа спасателей. На данное время в поисках задействованы 39 человек, вездеходы, резиновая лодка и вертолет Ми-8. В Нерюнгри нашествие медведей. Хищники уже несколько дней тревожат коллектив и пациентов в центральной больнице. Население волнуется. Местные экологи думают, что с этим делать. В ситуации разбиралась Тамара Игнатьева. Сезон общения с медведями этим летом начался на территории Сот-Детка, которая находится в 19 километрах от города. Дачники заметили, как к ним стали наведываться 2 медвежонка. Узнав о лесных гостях, известный фотограф Юрий Коковин решил подкараулить их с фоторужьем, ну и на всякий случай с газовым баллончиком в кармане. Ведь Юрий Николаевич за гуманное отношение к животным. Я против того, что если животное приблизилось в городскую черту, я против того, чтобы его убивали всегда. Нужно не убивать его, нужно изолировать. С зимы приготовить оружие паралитическое, которое не убивает, а обездвиживает животного. Другой момент – приготовить какие-то клетки, потому что мы же в таежном краю живем, а таежный край сам по себе подразумевает, что будут животные приходить. 2 июля один медведь вышел на территорию больничного комплекса ЦРБ. В последний раз медведи наведывались сюда 2 года назад. Администрация больницы обратилась в Комитет охраны природы. Ждут их решения. Побывал везде, по всей территории, обследовал все мусорные баки, перевернул. Начал с роддома, как я понял. Потом, перешел на инфекционное отделение, там тоже мусорные баки. Вот. И потом его видели около гаражей. Сегодня же в район больничного комплекса приходили уже 3 медведя. Медики обеспокоены, ведь дикие животные представляют опасность для них самих, пациентов и их родственников.
Видимо, тех же хищников не раз видели и в районе лыжной базы. В этом районе, где любят гулять молодежь, вот обычно вот здесь вот то, что, мусора много, запах, наверное, от еды и от всего. В последний раз массовое нашествие хозяев тайги в границе населенных пунктов было зафиксировано в 2014 году. Тогда охотоведы застрелили в Нерюнгринском районе 13 медведей. В этом году ситуация может повториться. На сегодняшнее число у нас зарегистрировано 8 случаев от организации населения о выходе бурыми медведей. Отрегулировано мероприятиями 2 особи. Ведутся также работы, у нас бригады выезжают по любому звонку. Смотрят, сперва у нас действия отпугивания животных, если они повторно возвращаются или создается прямая угроза жизни и здоровью населения, тогда мы предпринимаем действия отрегулировать их число. Как говорят специалисты Комитета охраны природы, в связи с промышленным освоением в Нерюнгринском районе сокращается среда их обитания. А также медведи спасаются от лесных пожаров, бушующих в Амурской области и Забайкальском крае. В Южной Якутии погода влажная и прохладная, лесных пожаров здесь сейчас нет, и это дает шанс медведям прокормиться и спастись. Но только до тех пор, пока они достаточно осторожны и не вступают в открытый конфликт с человеком. Всегда рекомендуем носить с собой перцовые газовые баллончики. Также, если вы находитесь на отдыхе, то постарайтесь кушать в одном месте, а лагерь основной разбивать в другом месте, потому что медведь очень чувствует пищу. И если вы встретили медведя или медвежонка, вот, особенно по дорогам, то не прикармливайте его, потому что вы как раз и провоцируете его на выход к людям. Есть надежда, что в ближайшее время медведей близ населенных пунктов Нерюнгринского района станет меньше. Они начнут уходить дальше в лес. Гон у хищников заканчивается. В лесу созрело немало корма для бурых хищников. Благодаря дождям в этом году много белых грибов, начался сезон маслят. Поэтому корма медведям в тайге хватит, и выходить к людям копаться в мусорках и хозяйничать на дачах им станет совсем не обязательно. Тамара Игнатьева, Юрий Коковин, Лилия Гудина, Нерюнгри. На этом у меня все. Берегите себя.